Добрый вечер, друзья! У нас сегодня в гостях основатель бренда 3К, обладатель нагрудного знака «Өнер саласын үздігі», директор Центра искусства 3К Кадырбекова Карлығаш Кадырбекқызы. Қош келдіңіз. Қош көрдік. У нас студия называется «Открытый диалог». Я думаю, вы готовы к открытому диалогу? Да, готова. Рахмет. Спасибо за приглашение, Афиза. Рахмет, Карлығаш. Ну, наверное, начнем с того, что я не зря начала вас представлять, обладатель бренда 3К. Как это получилось у вас? Ну, наверное, немного истории. Да, конечно. Вообще, свою студию вообще танца, школу я основала в 2016 году. Сначала это была простая обычная студия танца. Там были только около 50 детей, которые ходили ко мне на танцы. Я решила заняться своим ИП, то есть сначала открыла ИП, потом собрала детей, нашла зал, где я арендовала в центре, и так пошло дело наше. Потом я поняла, что спрос на танцы, именно на танцы, которые идут платным образом, спрос есть. Почему? Вы знаете, очень много кружков в школе. Я сама работала когда-то тоже в школе. Когда ты получаешь просто от зарплаты к зарплате, ты не работаешь на результат. То есть ты работаешь, там какую-то группу ты продвигаешь, если у тебя есть какие-то места, от тебя много чего не требуется в школе. А если ты занимаешься в своей студии и для себя, и каждый родитель оплачивает отдельно, ты делаешь все, чтобы каждый ребенок вышел вперед, занял место. То есть у каждого ребенка должен быть результат. То есть мы работаем на результат, именно платники в этом плане. Но, Карлығаш, я вас знаю как хореографа со студенческих лет. Вы, если не ошибаетесь, являетесь балетмейстером Казахского драматического театра. Получается, танец – ваша профессия, ваше хобби, которое переросло в бизнес, правильно? Все правильно. Для бизнеса обязательно нужно какое-то количество, то есть средств, да? Да. Как это у вас получилось? Обычно говорят, я бы хотел бы заняться своим делом, там, любимым, или как бы, который на рынке имеет спрос, но у меня не хватает каких-то средств и так далее. В этом плане как вы решили? Если честно, вот с 2016 года у меня проблем не было. То есть многие меня уже тогда знали в 2016 году. Я сама вначале работала, потом потихоньку количество наших детей росло, и я брала из числа своих же учеников. Я работала еще в университете, то есть на кафедре хореографии. Я знала всех студентов, которые учатся на факультете хореографии, поэтому у меня с этим проблем не было. Я выбирала самых лучших студентов, потом, которые заканчивали, и брала их на работу. И получается, я не стояла на месте, я развивалась, я открывала первый филиал, потом второй, потом третий филиал. То есть были какие-то моменты, где в каком-то филиале я уходила в минус. Но это всегда было в какой-то определенный промежуток времени, потом я ее все равно, эти моменты, то есть я восстанавливала. То есть вы как начинающий бизнес, действующий бизнес-вумен, да, как говорится сейчас, были ли какие-то государственные поддержки? Вот вы ощущаете это? Вот вы живете в государстве, да, государство дает как бы дотацию не только там каким-то традиционным сферам, но и я ощутила это. Было ли такое? Да, конечно. Вот я хочу именно сейчас сказать, что с прошлого года начала работу свою программу «Артспорт» при поддержке Аружан Сайн, которая решила, что всем детям, которые занимаются платно, нужна поддержка. То есть сейчас мы прошли по этой программе, мы получили эту программу, то есть я вошла, получила одобрение, пришлось собрать очень много документов, пройти все эти этапы.
получить одобрение. Сейчас у меня около 800 детей. То есть из обычной маленькой студии танца мы выросли в большую школу искусства. То есть где есть не только танцы, вокал, хореография, домбра, актерское искусство, карате и так далее. То есть если раньше у нас были дети, у меня было около 300 детей, платно занимались, сейчас все родители, которые отдали своих детей бесплатно, за них платит государство, и их стало намного, в 2 раза, в 3 раза больше. 800 детей. 800 детей. И это не мертвые души. Нет, конечно. Я сейчас, у меня работают около 20 преподавателей, не считая технического там персонала, не считая администраторов, только преподаватели, почти 20 человек То работают. есть вы хотите сказать, и как предприниматель, то есть в бизнес-сфере вы получили данную господдержку, вы это ощутили, Да. и в том же плане и родители получили, Конечно. да, господдержку для развития своих детей, да, и результат вы сейчас видите. То есть я к чему это? По данной господдержке, ну, конечно, не пойман не вор, да, но есть некоторые моменты, когда говорят, что недобросовестные Поставщики есть да, такие. которые занимались мертвыми душами. В вашем бизнесе Опять-таки, мы работаем на результат, и родители это видят. То есть моя репутация для меня важнее всех этих мертвых душ. Те, которые... Я хочу еще отметить что в том году, когда рекламировали эту программу, нас собирали, всех хореографов, всех людей искусства, наше управление культуры собирало, делало собрания, объясняли, что давайте, проходите по этой программе. Многие не поверили. почему? Просто не все хотят заниматься делами с государством. То есть никто не хочет быть, наверное, зависимыми от государства, чтобы, например... Ну это же здорово, наоборот. Это здорово, но не все поверили, понимаете? Другие поставщики, они хотели дальше работать платно, но я видела, что родителям сложно оплачивать. Я могла просто закрыть глаза и работать дальше. Ну, платят. Какая мне разница, платят родители или государство? Но я в первую очередь думала о своих детях, которые у меня занимаются. Я знаю, нам нужно выезжать. Мы выезжаем не только по Казахстану, но и за границу на конкурсы. Я знаю, как это сшить костюмы, какие сейчас дорогие костюмы. Я знаю, что родители, которые по 2, по 3 детей хотят у меня заниматься, но по материальным обстоятельствам занимается только 1 ребенок. Я все это видя, рискнула, собрала все эти документы, я же говорю, прошла все этапы и получила одобрение. За это я получаю сейчас очень много от родителей благодарности. То есть они мне благодарны. Очень много сейчас, именно, наверное, по Казахстану очень много многодетных матерей, которые не могут обеспечить, чтобы все их дети занимались танцами, вокалом. А сейчас государство дало такую возможность, что ребенок может заниматься, 1 ребенок, 2 разными видами. Например, ходить ко мне на вокал, еще на хореографию, или ходить на домбру, еще на хореографию. Здорово, это очень Да. здорово. И то, что 800 детей, плюс к этому родители и коллектив. Вот в чем секрет успеха? Держать все в гармонии, чтобы не было никаких там форс-мажорных обстоятельств. Ну, ничего не бывает, наверное, просто так. Это столько было нервов потрачено, столько моих, наверное, как вам сказать, труда, чтобы все это сейчас было вот так вот. Чтобы знали, что у нас есть свой бренд, например, ККК, все знают. У нас даже есть свои формы одежды, спортивки, которые везде я сама лично вижу. Хожу в сити-центр, я вижу свою одежду, где написано наши логотипы и так далее. Наверное, плюс, я же еще раз объясняю, хороший результат. Все равно у нас как работает? Мы получаем где-то гран-при,
И на следующий день уже эти дети, родители сообщают своим друзьям. Это как сарафанное радио работает. То есть уже на следующем месяце у нас еще Больше. идет пополнение людей, Да, детей. больше. Но я не говорю, что у нас все идеально. Бывает и у нас бывают какие-то минусы. Где-то и детям не нравится. Например, родители сейчас очень амбициозные. То есть один раз ребенок не стал впереди, все, уже мама не хочет, чтобы ребенок с ним занимался. И такие родители есть. У нас все идет вот так вот. Кто-то уходит, кто-то приходит, кто-то остается. Но я все время повторяю, постоянство и трудолюбие приведут к любому самому высокому результату. У каждого ребенка. Вот и здесь хотелось бы услышать ваше самое большое достижение за этот период, а также провал, который вы запомнили. Достижений могу сказать очень много. Я же еще раз повторюсь, мы очень любим выезжать за границу. Это когда еще 2 года назад, перед карантином, мы успели съездить в январе на большой конкурс, международный конкурс в Москве, где мы заняли гран-при, где нас судили самые большие мастера по танцам, российские мастера, где мы услышали самые, самые высокие баллы. То есть, когда получаешь такие оценки, хочется еще больше работать. Хочу отметить всех своих родителей, всех своих детей, которые делают все возможное, чтобы съездить. Вы же знаете, что поездки сейчас все очень дорогие. В год 1 раз мы всегда выезжаем. Но При поддержке родителей, При поддержке родителей, конечно. Родители шьют такие дорогие костюмы. Костюм у вас очень замечательный. Кстати, у вас есть стилист, либо же... Нет, нет, все да? костюмы я делаю сама. То есть эскизы, все делаю я сама. У меня есть преподаватель, который мне показывает, где что не нравится, я могу там поменять, где что, если вообще ничего не нравится, могу сама сделать эскиз. Ну, наверное, это на мой вкус, скорее всего. Бывают и провальные костюмы, честно говорю, когда ожидание и реальность. То есть ждешь что-то такое вау, а получается обычный дешевый костюм. Мы чуть-чуть отошли от вопроса. Самое большое достижение вы отметили, а провал, который вам запомнился в вашей деятельности? Вот именно провал в моей деятельности я бы не сказала бы, наверное. Не могу даже сказать. Есть минусы, когда ты берешь какой-то зал в аренду. Например, в центре у меня был зал возле торгового центра «Атриум». Аренда стоит больше, чем ты зарабатываешь каждый месяц. В этом плане. Ну, то есть провал у вас был чисто в плане бизнеса, дохода, а в плане успехов в искусстве, то есть в хореографии, всегда достижение. Ну, это очень здорово. Ну, танец – это форма воспитания, вы с этим согласны, наверное, конечно. Да? И как вы думаете, вот как оно у вас проявляется в детях, именно это воспитание? Например, скажем, как формируется эстетический вкус у ребенка, либо же обязательное там чувство коллективизма, да? Коллективизма. Как вы проявляете именно уважение к традициям, к корням, к своей истории? Это вот именно в отражениях, в танцах. Я сама очень люблю, когда в нашем центре искусства каждая группа танцует свой традиционный казахский танец. Это обязательно. Обязательно. Да. Я от каждого преподавателя требую, чтобы каждый ребенок знал элементы казахского танца. У нас очень много в городе коллективов, которые танцуют только современные танцы. И видя это, дети многие хотят, особенно подростки, танцевать только современные танцы. И меня это очень обижает тем, что это, наверное, совести преподавателей и хореографов, которые там работают. Дети же, они как губка впитывают все, что мы даем. Поэтому, если очень красиво и интересно подать наши корни, наши казахские танцы, не обязательно их танцевать старомодные казахские танцы. Сейчас очень много стилизованных казахских
песен, очень много стилизованных казахских музык, где можно интересно поставить эти танцы. Поэтому, но не скажу, что мы современные тоже не танцуем, мы танцуем, но в каждой группе у нас есть казахские танцы. Обязательно. То есть, если я могу сказать, что наша школа искусства это в основном на 80% традиционные. То есть очень много казахских танцев. Очень здорово, потому что мы много слов говорим о патриотизме. В целом патриотизм, он, наверное, начинается с себя. То есть вот я сейчас в нашем диалоге увидела, что вы патриот своей страны, и то, что вы ставите в обязательность, чтобы каждый учащийся, каждый хореограф знал азы казахского танца и этому обучил детей, это на самом деле здорово. Вот у меня такой вопрос. Приходилось ли вам в профессиональной деятельности переступать через свои принципы? Наверное. Без этого, наверное, никак. Если объяснить так, наверное. Где-то мне приходилось переступать через себя, когда я работаю с родителями. Когда я работаю, потому что очень много родителей, если 800 детей, это 800 родителей. И каждый родитель из себя представляет, как вам сказать, ну мы, если это бизнес, мы всегда говорим, что наши клиенты правы. То есть родитель всегда прав. Где-то я через себя переступаю и становлюсь на стороне родителей, и где-то наказываю своих преподавателей. Но из своих преподавателей я могу защитить, где-то что-то объяснить. Всегда бывают конфликты между руководителем, хореографом и родителями. Потому что, я же говорю еще раз, амбиции наших родителей — это очень, я даже не могу это объяснить, потому что для каждого свой ребенок — это он самый лучший. Он должен стоять впереди, он должен везде быть солистом и так далее. Где-то что-то, когда я им иду на уступки, я, наверное, переступаю через себя. То есть вы переступаете через себя только в отношении детей и родителей. Да, детей и родителей. Да. Но я знаю вас еще как многодетную маму. Да. Но я думаю, быть лидером, быть лидером в бизнесе, да, профессионалом в искусстве, любить свое дело и, конечно, иметь семью, много детишек, это очень здорово. Как сейчас вот среди молодежи говорят, мотивация, да? Что мотивирует вас? Откуда вы берете энергию? Мне, наверное, повезло с тем, что у меня, если честно, муж тоже человек искусства, он меня понимает, он меня во всем поддерживает. И точно так же его родители меня очень сильно поддерживают. То есть, если бы не было их, я, наверное, не смогла бы вот так вот вырасти и родить, например, 4 детей и плюс оставаться бизнес-вумен. То есть успевать везде. Мне помогает моя свекровь, которая следит за моими детьми, которая делает все возможное, чтобы они вовремя ходили в школу, ходили на кружки, чтобы я могла спокойно работать. И точно так же муж. То есть, когда я очень много уезжаю на гастроли, в поездки, он меня всегда поддерживает, помогает во всем помогает. Вот, Карлыгаш, беседуя с вами, да, какой бы вопрос я бы ни затронула, пусть это в бизнесе, пусть это будет в господдержке, в семье, у вас всегда ответ такой оптимизма, то есть Да. от вас, да? Сейчас вот в нашем обществе много агрессии, да? Мы все чувствуем, что даже пройти через какой-то там, я не знаю, проехать в автобусе без агрессии невозможно, да? И вообще, как вы ставите свою жизненную позицию на агрессию и на позитив? Обижаетесь ли вы на государство, на общество, на соседей, я не знаю, на кого-либо, когда у вас идут какие-то неудачи в финансовом плане, либо же взаимоотношений в каком-то? Наверное, нет. Нет. Я все время считаю, что жизнь прекрасна, жизнь одна.
И многие, кстати, родители мне говорят, что мои ученики точно такие же, как я. То есть они любят оптимизм, они все веселые. То же самое, мы никогда не ставим танцы на мрачные какие-то, я же вижу какие-то склонные к драматизму. У нас такого нет. Дети должны быть счастливы. Дети должны жить в веселых танцах. В веселых нотах. Да. Счастливое детство – это самое лучшее, что у них может быть. Поэтому, не знаю, многие мне говорят, кстати, что я очень оптимистична. Я ни на кого не обижаюсь. Если у меня есть какие-то трудности и какие-то… Это все временно, это пройдет. Что бы вы никогда не сделали в жизни? Трудный вопрос. Что бы я ни сделала? Я бы, наверное, не переехала, за границу. Потому что я очень много ездила по Европе, по всем ближним зарубежьям. Меня хватает на 10 дней. Все. Мне предлагали, кстати, переехать в Турцию, там заняться бизнесом. Но чтобы, я, наверное, вот спокойно отвечаю, что я бы никогда не переехала из Казахстана. Какой бы она ни была, она мне нравится, это моя родина. Здесь я работаю, здесь я живу, и в будущем я себя вижу здесь только. Но не могу сказать про своих детей же, что они не будут там переезжать или не учиться. Я хочу, чтобы они учились, честно, за границей, получили какие-то азы. Но если раз родители живут здесь, скорее всего, они тоже будут жить здесь. Но опять-таки они могут там учиться. Я тоже бы хотела, если в молодости, если у меня были бы возможности, я бы тоже хотела учиться где-то азы хореографии взять в Европе. Знаете, Карлаш, это такой очень теплый ответ на самом деле. Потому что если есть возможность, наверное, многие бы ответили бы, что за границей это качественная жизнь, ну и так далее, да. Это очень теплый вопрос, то есть ответ. И очень, знаете, это очень здорово, что именно те люди, которые сейчас стоят, построили свой бизнес, создали свой очаг, есть свой коллектив, и то, что они умеют, дарят другим, тем более детям, да, и то, что вы так думаете, ну, я думаю, вот настоящий пример патриотизма, это очень шикарно, это очень, знаете, тепло, и это на самом деле у меня гордость за вас. Спасибо. Какие 3 книги вы посоветовали бы прочитать нашим зрителям? Это наш традиционный вопрос. Спасибо. Если честно, я уже давно не читала книги, но что я знаю, не могу сказать про 3, но скажу про одну, которую я читала сама, и которых я заставила своих старших 2 дочерей прочитать. Это книга Ильяса Есенберлина «Кочевники». То есть те люди, которые хотят знать свою историю, свой быт, как мы там жили, историю, корни, да, пускай прочитают книгу «Кочевники». То есть это не одна книжка, там целых тома, поэтому можно на казахском, можно на русском. Это, наверное, самая такая книга, которая у меня осталась в памяти, которую я помню. И я же работаю в областном казахском драматическом театре имени Хадиши Букеевой. Прочтение этой книги мне во многом помогает в работе там. То есть в основном спектакли у нас ставятся именно на истории. Зная эту историю, я очень спокойно ставлю постановки. Спасибо большое. Спасибо за открытый диалог и то, что вы сказали, что давненько я не читала книгу. Конечно, в таком режиме это, наверное, и невозможно, но мы желаем успехов, мы желаем, чтобы бренд 3К, он был не только по нашему региону, но и на самом деле взял пьедестал почет по всей нашей стране. Успехов вам и больше позитивных, жизненных, красивых нот. Спасибо большое. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях была основатель бренда 3К Карлыгаш Кадырбекқызы.
А с вами мы прощаемся, но ненадолго.